Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. Мы находимся в ресторане Red and Green, со мной Семен Тарбахов, постоянный мой соведущий. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришел в гости режиссер, художественный руководитель государственной национальной компании «Сахафильм» Алексей Романов. Алексей, приветствую, познакомьтесь с Семеном. Да, спасибо, что нашли время и решили принять участие в нашей программе, потому что я всегда забываю это сказать. И учитывая, что у нас кулинарный проект, мы его называем кулинарное ток-шоу. Алексей, чем вы к нам сегодня пришли, что будете готовить? На самом деле я готовлю рыбные и мясные блюда, но сегодня я решил приготовить лимонный пирог, который готовит моя жена. Вот. Ага. И вы сказали, что надо готовить что-то легкое, там, что-то связанное с мукой там, и так далее. Ага. Поэтому я решил приготовить лимонный пирог. Хорошо. Был опыт приготовления этого? Да, конечно. Много лет готовлю. Да. Значит, все как делается, все знаете. Да. Хорошо. А вы вообще как с готовкой? На вы, на ты? Ну, можно сказать, поскольку моя мама была поваром, и это, видимо, передалось генетически. И с другой стороны, я считаю, что готовка – это творческий процесс, а я, поскольку заложено творческий процесс, творческое начало. Эксперимент. И поэтому я подхожу к этому творчески всегда. И нельзя готовить еду, вот шеф-повар, наверное, знает, что еду, думая о чем-то другом, там, нервничая. Да. Поэтому я всегда отдаюсь этому всей душой. Потому что всегда говорят же, секретный ингредиент, кусочек любви положить и все. Да. Вот поэтому говорят, можно приготовить из топора там кашу, да? То есть человек умеет это вложить туда свою энергию, свою душу, и за это получается какая-то вкусная еда. Реальная изюминка, да. Вот. Хорошо, я думаю, если пирог, это же не быстро, да, я предлагаю все-таки начать. Да. Давайте. С чего начинаете? Немножко расскажите, пожалуйста, значит, что, как все ингредиенты у нас 2 масла, это 400 грамм, сахар, сода, 2 яйца, мука и 2 лимона. В самом деле, но я принес 3 лимона, поскольку надо соду, значит, погасить, да, поскольку запах, там, вкус должен немножко раствориться. Ну, я так понял, это будет сладкий такой пирог. А тесто у вас из чего? А тесто? Да. Надо тоже рассказать немножко. Значит, тесто сначала мы должны растворить масло, сливочное, да. 2 яйца туда кладем. Разбить. Да. Разбить, так. Положить. Так, потом, значит, 200 грамм сахара у нас должно быть. 200 грамм. Стакан. Стакан, да? Где у нас тут мерочка? Давайте вот. Где-то плюс-минус, я не думаю, что принципиально прямо, да. Чем больше, тем она будет слаще. Надо чуть-чуть еще добавить. Буквально ложку. Так, Все. Все это сюда кладем. Потом, значит, 2 ложки соды берем. Чайных, да? Да, чайных. С горкой, без горки? Нужно погасить лимоном. Лимон порезать. Чтобы запах, да, у нас. Масло мы уже растапливаем. Хорошо. Гасим. Еще одну, да? Еще одну. Чтобы не в горочку было, а чтобы было... Так. Все это надо замешивать. Давайте, чтобы это не мешало. Чтобы давайте вот это уберем. Так, масло у нас растворяется. Да, буквально 2 минутки. Да, мы добавим сюда масло. Все надо очень хорошо замешать. Взбить, сбить, да. Вот. На самом деле мы дома готовим, как бы сказать, кто свободен. Если жена приходит раньше или там времени больше, то жена. А если тогда имеет смысл попозже приходить все время. Поскольку я, как бы сказать, люблю готовить, то специально приходите пораньше. Не отлыниваем, можно сказать. Круто. Супруге повезло. Да. И причем я же рыбак, и зимой, и летом. Про это обязательно спрошу, потому что... Поэтому рыбаки знают, что я хорошо готовлю, там, на рыбалке готовим плов, там, какие-то мясные дела. Можно из рыбы, которую мы поймали, приготовить уху какую-нибудь
хорошую, да? Ну, бывает же, вот, например, из 3 рыб там. Да, тройная. Тройная уха, Да, да? Там щука, окунь и какая-то белая рыба. И в конце белая рыбица. Да. Ну, да, обязательно. Все, у нас масло растворилось. Так, ну можно. Ничего, да? Ничего страшного. Хорошо. Все, опять сюда. Вахаем. Главное, масло Выливаем. нам не надо кипятить, а Да, именно да, да. растапливать. Совершенно верно. Опять все замешиваем. И примерно где-то по моим расчетам я где-то кладу сюда, значит, 5 стаканов. Это у нас получится примерно литр, да? Так. Ну ничего. Ой-ой-ой. Ой-ой. Немножко у нас сыпется. Ну ничего. Надо вот так. Вот так, ага. Так, посмотрим-ка, сколько у нас получилось. Так, ну да, как раз 5 стаканов. Все это сыпем сюда. Все Так, сразу? Чуть-чуть посмотрим. Да, мне кажется, надо по чуть-чуть, чтобы это комков не было. Обычно мы готовим пирог, когда приходят гости там по праздникам. Или К чаю, да? да. Ну да, ну это, я так понял, На уже самом много, деле, да, для большой на самом компании. деле это готовит жена всегда. Ну, если у меня время есть, я тоже, Вы тоже можете. да, могу приготовить. У кого лучше получается? Но это надо спросить у моей жены, А, потому что какой вы... я сам не могу. Какой вы дипломатичный. Да, я сам не могу себя хвалить. Алексей, у нас есть такая рубрика, да, вот телезрителям нашим расскажите, пожалуйста, откуда вы, и мы ее шутя называем «Как я дошел до жизни» такой. Немножко о себе, пожалуйста, откуда родом и Ну, я родился как пришли в профессию. в Хангаласском улусе. Мгм. Вот, значит, Булгинехтах, это первый Мальджигар, да? Мгм. Так, немножко у нас не хватило пути. Окей, да, вот это все мы еще не доложили все. Мгм. Вот. Школу закончил в Актемцах. Земляк нашего первого президента, можно сказать, да? Вот. Потом после школы и вообще, когда учился в школе, занимался в театральном кружке. Я хотел стать актером. Да, вы Вот. мне рассказывали очень занятную историю вот до передачи, да, мы с вами общались, про то, как поступали, да, расскажите, пожалуйста, вот про Да. это, интересно очень. Ну, я вот закончил школу, поехал в Якутск, поскольку узнал, что Институт искусств Дальнего Востока, Владивостока должны были одного актера отобрать. Мгм. Нас было 25 человек, значит, в финале остались нас 3. Мгм. И вот из 3 отобрали одну девушку. Мгм. Ну, Вот. чуть-чуть не повезло. Да, Вы да, да, были в чуть-чуть. финале, но проиграли. Да, да, да. Ага. И в то время был замминистра Босиков Василий. Он меня подозвал, говорит, ну, я вижу, вы парень талантливый, мне бы не хотелось, чтобы вы остались как бы неудел, да? И говорит, могу вас направить в Институт культуры в город Кемерово, театральное отделение. Ну, я говорю, спасибо, я с удовольствием поеду. Вот. И они дали мне ходатайство, направление, и я поехал в Кемерово. В то время, вы сами знаете, не было ни мобильных, да, Да, ни такой связи, ни можно было интернета, да. почтой, да, связаться, да. Да. Приезжаю, значит, в Кемерово, в этот институт, и тут я узнаю, так, мне нужна, наверное, тарелка, чтобы тесто нужно положить в морозилку, чтобы замерзло. Ага. Ну, сейчас Семен подойдет, он... Ну, пока тогда мы Да, пока вот положим здесь сюда. складывайте. Ага. Вот. Даже можно убрать пока. Такие шарики мы готовим, да, чтобы они замерзли, чтобы было... А для чего делается, чтобы они замерзли? Нужно, чтобы тереть на терке. Если она будет такая... Ну, то есть равномерно все должно натереться, да? Да. А холодная терется в терке хорошо. А, ну, конечно, да.
Вот, и я прилетаю в этот институт, и вдруг узнаю, что уже 5 лет этого отделения нету. 5 лет. Да. Кошмар, кошмар. Вот. И декан мне говорит, ну, у нас театрального отделения Ты, нету. ты где был, типа, 5 лет Да. назад должен был приходить? И, значит, предлагаем, значит, режиссур массовых зрелищ. М. Это вот режиссер, который готовит Который, всякие массовые который не в кадре, представления. который за камерой. Да. Две разные Я говорю, это ипостаси. совсем другое направление, я не хочу, говорю. Ну, тогда он говорит, вот завтра в Барнауле открывается новый институт культуры, есть театральное отделение. Если хотите, туда летите. говорит. Прилететь. Ну. Я говорю, хорошо. Тут же покупаю билет, тот же вечер улетаю в Барнаул. Вот. Прилетаю ночью, к моему счастью, там педагог оказался дежурный. Он принял у меня, значит, документы. Приемная комиссия, направил, да? направил, значит, в общежитие. И при этом говорит, вы, говорит, поступающих очень много, наверное, вы попадете в 4-й день. Поток, на 4-й поток. Да. 4-й день, ну. Можете завтра отдыхать. Ну, я человек послушный, отдохнул, тем более ночью прилетел. После обеда прихожу, смотрю, 4 числа меня в списке нету. 3 смотрю, меня нету. 2 числа смотрю, меня нету. 1 числа меня вписали в конце Романов Алексей. Оказывается. Оказывается. А время уже ушло. Да. Я бегу туда, прихожу, а ребята уже стоят, все ждут. Семен, можно? Так, Так, дальше, Это дальнейшие надо- наши действия Это какие? нужно заморозить. да. Заморозить. Хорошо. Нет, давайте вот сюда поставим. Давайте. Да. Я пойду положу это в морозильник. Примерно нужно, его охладить же нужно. Да. Да, и мы какую-то паузу возьмем, тогда охладим, подождем. Ну, ну, примерно и минут досим. 20. Да, я думаю, да, для чтоб наших схватил. телезрителей мы Да. объясняем. Да. На 20 минут морозильник. Очень Всё. важно. Под пленку. Вот. И стучусь туда, все ребята стоят и ждут своего результата. Ну, объясняю, что прилетел ночью, думал так-то, так-то. Ну, они говорят, Вводите положение, пожалуйста, пожалуйста. вот, ну, пожалуйста, можете сдавать один. Вот, поэтому, значит, пришлось сдавать один, поступил. Мгм. Вот. И закончив, значит, театральное отделение Института культуры, поехал, значит, Народный театр ставить дипломный спектакль, поставил. В Чураптинском селе был этот Народный театр, да. Но потом понял, что это все-таки не мое. Ух, Вот. как, вот так повернулось. Да. А почему? Ну, не знаю, вот какое-то ощущение было, что все-таки это не мое. Значит, поработал там полгода, потом вызвали меня в армию, да, призвали. Ну, Вот. И после тогда служили армии- все, там уже не спрашивали же, да? Да. А срочек не давали. Вот. И во время армии я подумал, что я должен стать режиссером кино. Все-таки. Да, кинорежиссером. Вот. Поэтому после армии я поехал в Москву. Вот. В то время во ВГИК брали в режиссуру, в сценарное отделение, художественные людей, которые имеют высшее образование, причем близкое. Ну, профильные. Да, профильное. Да, конечно. Вот. Приехал, принимал Юрий Озер, был известный режиссер, да, вот, Да. военный эпопею он снимал. Вот. Конкурс был очень большой, и я дошел до 2-го тура. И меня, значит, Сказали, не пропустили дальше, да, да, да. да. Но я понял, в чем секрет, как надо сдавать, как готовиться. Вот, Проанализировали, так да, скажем, в голове, вернулся на родину. Вот, и целый год готовился. А следующий год принимал как раз вот Сергей Герасимов. Тоже Тоже известная личность. классик советского кино с Тамарой Федоровной. Тоже народной артисткой, тоже известным человеком. И у них мастерская была режиссерско-актерская. Вот. Поскольку 7 мест отдали иностранцам, нам осталось 7 человек вот, с Советского Союза. Да? И на 7 мест претендовали 811 человек. Вот. Очуметь. И узнав об этом, мой дядя, ну, там, родственник, говорит, ну, как это возможно? Но я не терял надежду. Это
даже хуже, чем выиграть спортлото. Да. Вероятность низкая. Ну, не хуже, сложнее. 25 Сложнее, человек, говорю. значит, прошли до конца. И вот из этих 25 человек должны были отобрать 7 человек. Мгм. Вот. Ну, в общем, такая солидная комиссия сидела с мастером и с ректором института. 7 человек отбирают. Ну, у меня все упало, думаю, все, опять не прошел. Вот. И вдруг говорят: Алексей Арманов вас вызывает. Вот. Я захожу, такая комиссия, профессора сидят. И Сергей Герасимов, Сергей Пленарович Герасимов, мой будущий мастер, говорит: мне этот парень понравился, тем более из Национальной Республики, тем более Так никогда издалека- никто издалека из них, да, из этой республики не учился у нас в ВИКе, в режиссерском отделении. Давайте вот в виде исключения его возьмем 8-м. Но это будет испытательный срок, первый курс. Если что, мы сразу тебя пум. Да, да. И ректор согласился, комиссия согласилась, и меня взяли вот 8-м человеком. Ну, к моему это счастью. счастливая звезда просто. Да. Это большой сектор шанс огромный. Вот. И в первом курсе, видимо, я себя показал, Ага. вот, поэтому остался, дальше учиться. И доучились. Доучился, красным дипломом закончил институт И кинематографии. тем более, да? Да. Тем более. Ну, вообще здорово. Да, у нас какое-то время мы выдержали, благо позволило, и уже у нас тарелочку наше тесто. Да. Оно поставил у нас 20 минут в морозильнике. чуть-чуть схватились, да? Да. А, ну все. Так, мы готовим наши начинку. Ага. Желательно, конечно, убрать внутренние, значит, эти Косточки? косточки. Ага. Так. Семен приготовил для нас блендер. А, и это все так, да? Да-да-да. Я И не туда знал- же мы я не знал, как сказать, сахар поэтому сказал, делаем. Да, как сказать? Так, Мы пожалуйста, Семен. Так, давайте я вот поднесу. Маэстро. Так, это получается 2 лимона, да? 2 лимона, да? Достаточно. Мгм. И сахар, да? И сахар туда. Это должно быть тоже 200 грамм. Давайте я... Давайте мы уже будем сейчас... Ой-ой. Немножко пошумим, да? Так, ну Так, что ж. что-то у нас получается почему-то немного. Может быть, еще чуть-чуть. Давайте. Давай, половинку хотя бы. Добавляем. Да прям так да, бросайте. Так, давайте мы попробуем. Да, чуть-чуть добавим как раз. И продолжаем. Итак, Очень хорошо. Ага, теперь, значит, начинаем на терке нашу. Так, можно здесь убрать. ну, вот это убрать и вот так поставить, да? Так, поскольку у нас большой лист, в принципе, надо учитывать это тоже. Ну, это прямо как сыр натирается вот так. Да. Но надо так сделать, чтобы слой был довольно-таки толстый, чтобы у нас наша начинка, она жидкая, она может проникнуть до конца. А, это потом, я так понял, Не все это сгорит. заливается, да? Да. А то я думал, такие большие шарики, как они так быстро все приготовятся-то, я начал переживать. Кстати, тут нужна как бы сила такая, да, чтобы да-да-да. все это
Не, так проморозилось хорошо. Ну, давайте не будем, наверное, на весь лист делать. Сделаем только вот, как бы, мы же только показываем, поэтому, в принципе... Ну, нам этого хватит. Да, этого Настроя, нам ну, хватит. съемочная бригада есть, ну, может, и тоже Да, хотят. будет достаточно. Так, теперь, значит, наша жидкость. Так, давайте мы берем. Заливаем. Ложечка. Вот, есть лопатка, да? Лопаточка. Все верно. Давайте. Надо, чтобы было ровно. Такой лимонный запах, аромат пошел. Угу. И вот так вот Пожалуйста, Семен. нужно распределить, да? Да, и нужно хорошенько вот это распределить. Ну, распределяется. Так. И теперь осталось нам сверху сделать. Да. А, еще второй слой? Второй слой. Так. Так. Нам нужно печку прогреть до 200 градусов, да? Да, Все верно, да? все верно. Мне кажется, потом можно будет так фрукты свежие сложить, да, для украшения. Можно, Ягоды. ну, Да, в домашних фантазии различных Да-да-да. можно, условиях, я думаю, как бы достаточно. сказать, Что душе заблагорассудится. да. Можно вишенки положить, можно да. ягодки положить. Ну вот, у нас, как бы сказать, заготовка готова. Нужно немножко вот как бы так подровнять, чтобы было красиво, аккуратно. Вот, Семен, Так, и пожалуйста. в духовку на 200 градусов. Да. Какое-то время. Ну, Вот. все. Итак, мы уже, кажется, справились. Можете вот руки вытереть, вот салфеточки лежат. Алексей, что было дальше? Ну, во-первых, Закончили учебу? во-первых, во время учебы я понял вообще, что такое профессия кинорежиссера. Мгм. Да. Наш мастер всегда говорил, что я готовлю из вас не только значит, режиссеров, да, но личностей творческих. В первую очередь у вас должна быть своя позиция к жизни, свое отношение к окружающему миру, к тому, что происходит вокруг вас, да? Не просто механическая работа, Да. да, а именно какое-то свое Да. мировоззрение, свое еще. И второе, вот если ученый там изучает историю, там какие-то физические дела, то мы, то- режиссеры, мы исследователи души человека, да? Да, кстати. Его сущности. Да. Вот, поэтому он, когда мы уходили в каникулы, давал там целый список литературы. Русской классики, зарубежной классики. Типа обязательно к прочтению. Типа. Да, Да. не только прочесть надо было, но и понять идею, замысел этого произведения, характер, образы, да, как строится драматургия. И обязательно, когда мы возвращались, мы это все обсуждали. Вот, поэтому понимали, что литература вообще, да, она очень многое дает для именно творческого роста режиссеру, чтобы понять именно вот сущность жизни, как строить образы, драматургии жизни, да. Вот, поэтому, конечно, это для меня была очень хорошая школа. Большая школа жизни, чуть ли, да. Да. Мгм. Вот, поэтому вообще режиссер, ну, каждый человек, в принципе, в жизни должен относиться, как сказать, режиссируя свою жизнь, да, строить свою жизнь, да, вот, и свой путь, найти свой путь. Любой человек, он всегда, конечно, вот, когда растет, он понимает, что в этой жизни он должен найти какой-то свой путь, свой смысл. Предназначение Да, желательно, вот да. видите, я вот вам рассказал, что хотел стать актером, Ага. потом учился на театрального режиссера, да, потом понял, что это не то. То есть этот путь может занять какое-то определенное время. Да. Кто-то с детства знает, да, куда пойдет, а кто-то через ошибки, через поиски находит свой путь в этой жизни. Но большое счастье, как говорится же, если ты нашел свой путь и с радостью идешь потом на работу, а с радостью вечером после работы идешь домой. Да, Это большое да, счастье. да. Ну, в Авгике, когда учился, я понимал, что все предметы — это не для того, чтобы я кому-то что-то рапортовал, да, о своих да. знаниях. А я понимал, что
для того, чтобы я освоил эту профессию, я должен это хорошо знать. Любые предметы, которые вот именно по программе предусмотрены. Вот. Поэтому, конечно, это помогает стать действительно профессионалом своего дела. Вот. Но в то время у нас в Якутии не было кинопроизводства, не киностудий, Да. был только киносеть. Да? Киносеть, да. Вот. Старая советская Да, киносеть. и я когда учился в Авгике, смотрел там японское кино, грузинское кино, итальянское кино. Я всегда думал, почему у якутов нету своего национального кинематографа? Как быть? Вот. У меня было направление Свердловскую киностудию, и в то же время я проходил преддипломную практику в Ленфильме. Питер. Да, в Питере. Ну, тогда Ленинград, да. Да, у Семена Ароновича. Вот. И он сказал, вот когда закончишь дипломный фильм, привези, покажи. Я также сделал. Он собрал худсовет Ленфильма. Были очень именитые там режиссеры, посмотрели, понравилось. И сказали, ну, Алексей, давайте мы тебя приглашаем работать в Ленфильм. Вчерашнему студенту это же вообще огромная похвала просто. Да. Да. Ну, Но как бы поскольку можно я- посчитать, что жизнь удалась. Я поскольку человек, если я что-то задумал, то я всегда стараюсь идти до конца. Поэтому я поблагодарил, сказал, нет, я вернусь к себе на родину, чтобы создать киностудию. Настоящий патриот. Да. Мгм. Вот. И, естественно, вернулся. В то время у нас развалилась страна, экономика там Начинала, да. падает, По большому счету, киностудии, никто и кинотеатры не- закрываются, да, да. никто в кино А и я не прихожу ходит. любым там чиновникам, говорю, давайте создадим киностудию. Они говорят, да вы что? Да, У нас это такое вот- происходит, а вы Да. хотите какую-то Какой- киностудию. Тем более это такое Какое кино, да? непростое, да, Да, учреждение. да. Ага. Это сегодня можно там пойти в Минюст, отдать заявление и создать любую студию, да? А в то время надо было пройти там, обком партии должен это... Ну, все как-то- ипостаси, да. как сказать, Совет бюрократию. министров, Да. да, Не да, зря да, ее да. называют так. Ага. Вот, я 2 года доказывал, там письма от Никиты Михалкова, еще от кого-то, да. И в конце концов они поняли, что я не остану от этого дела. И постановлением правительства, Совета министров, значит, создали творческое объединение «Северфильм». Мгм. Вот. Кинематографистов в то время с образованием почти мало было. Там Сантаев, Семен Васильев, самый первый оператор Никандр Савинов, который уже в то время ушел из жизни. Вот. Но я собрал всех, кто может как-то с чем-то помочь. И мы вот в творческом объединении «Северфильм» начали снимать свой первый фильм «Серединный мир». Серединный мир, да. Да, это была одна из моих тоже вторых задач. В то время весь народ, национальные республики начали думать о своей культуре. Потому что за период советской власти многое было запрещено, верование, там, обряды, ритуалы и так далее. Ну, да. Да, и народ забыл, кто он, откуда родом. Самоидентификация. Да, Да. мы же, когда знакомимся, говорим же, от Кимтахан нахен хантан. Кемтен кинна хамтаханна. Да. Мин сахабын, да. Да, вот. И мы вот, поскольку моя жена, значит, этнограф, решил сделать фильм, построенный на наших ритуалах, обрядах, веровании, мировоззрении. на народа. эпосе, да, есть «Срединный мир». Начиная от рождения ребенка, заканчивая там уходом его на другой мир, да. Вот, и мы вот сделали, слава богу, еще тогда были последние шаманы, кузнецы, сказители 90-е годы, да, вот последний из магикан. И мы успели их снять, поскольку актеры это бы не сделали, не смогли бы это сделать. Ну да. Поэтому кузнецов играли кузнецы, шаманов шаманы, сказители сказители. Как удалось договориться? Ну, то есть это же не такие закрытые люди, по большому счету. Ну, я им объяснял, что это нужно для народа, чтобы они оставили свое духовное наследие. Вот. И, конечно, старики это понимали и пошли навстречу, и мы Опять же, объездили. я считаю, что это везение, опять же. Да, объездили много улусов, где жили вот эти кузнецы, шаманы, там сказители и так далее, да, Лонгохуды, знатоки краеведения там и так далее. Вот. И вот за 1,5 года сняли этот фильм.
закончили. Да, и вот через 2 года у нас вот был суверенитет, первый президент, он нас очень поддержал, и по его указу уже на основе Северфильма уже создали государственную кинокомпанию «Сахафильм». Которая по сей Да, день жива да, и работает да. И довольно-таки вот тогда успешно. Вот это наше направление вошло как бы в такую значит, государственную как бы, сказать, систему. Мы начали готовить специалистов, создавать базу техническую, да, формировать коллектив творческий. И в последующем, конечно, это послужило локомотивом развития якутского кино. То, что мы сейчас имеем. Ну да, то, что мы сегодня имеем. Поэтому я считаю себя счастливым человеком, то, что моя мечта сбылась. Конечно, было потрачено, у истоков, да. Да, потрачено много энергии, силы, убеждений, чтобы все Нервов, это крови и сделать. пота, Да, обычно да. говорят, да. Вот. И, конечно, все время говорят, почему, вот, в чем феномен якутского кино. Вы Там- прямо мои вопросы с языка слизываете. Я обязательно должен был задать, я всегда говорю. Вот. Но я чувствую, Да. от тебя идет какой-то вот такой внутренний у нас контакт, видимо, да, я чувствую, вот, что ты хочешь задать. Вот. Ну, у нас, у якутов, почему вот именно, как говорил Антон Долин, кинокритик, есть кинематографические народы. Вот итальянцы, там, Да. японцы, там, еще кто-то. Корейцы там, да, какое-то свое Вот. И имеют. он перечислил якутов туда, что мы... Почему татар не получается, башкир да. не получается, да? Да, много же национальных республик. Да. Чеченов вроде, по-моему, тоже нет фильма. Но, И мы может вот быть, есть. убеждены, вот моя жена, как ученый, тоже нашла картинки 25-го года, когда вот, Академия наук прислала сюда экспедицию, один ученый попросил детей нарисовать. Они повседневную жизнь нарисовали, и причем А4 они разделили на несколько значит, кадров, и вот дети играют, отец что-то охотится, что-то делает, мать там кожу мнет. То есть это готовая раскадровка. Вот. То есть как они видят, вот так. Да, то есть у нас развито визуальное мышление и пространственное мышление. Очень сильно у якутов считается воображение, да? Да. Почему вам Кагутон говорит, что видят, о том Потому как что бы, мы воспитаны много веков, вот сказители приходили, сказывали, значит, эпосы, да, а зрители все это видели в воображении. Да, в своем воображении, да. Да, Каждый в своем да. воображении по-разному видит. И это да. было заложено в нас как генетически, да, вот именно визуальное видение. А кино же это визуальное видение. Да. Поэтому Вау! очень здорово. Очень здорово. Так, ну что ж, Так, значит, можно тряпочка вот тарелки. снизу Поддеть. поддеть. А, вот чтобы у ножик нас- лежит, можно уже, да. Так, Ну, много получилось. разрезать надо на кусочки. Конечно, стоя рядом с таким шеф-поваром, я волнуюсь, Не, очень Все- хорошо, все- все очень волнуются. хорошо выглядит. как это И получилось у меня. аромат очень хороший, хрустящий. Корочка получалась. Так что, я думаю... Я почему-то вот край хочу. Ну ладно. Можно. Ну ладно. Ну ладно. Так, Ну ладно. положу. Вот этот кусочек, пожалуйста. Пожалуйста. Ой. Мгм. Ой. Пожалуйста. А вот. Петр, а вот сюда. вот сюда. Мгм. Всё, поставим сюда. Единственное, Вот, Низ у нас- подденьте, Алексей, вот это. Ну ладно, низ у пусть нас будет. дошел, нижнюю часть. Вот. Примерно получается у нас вот такой пирог праздничный. Ну что, вооружаемся ложками, давайте попробуем, друзья, что у Алексея получилось. Снизу. Кайф. Вот. Так и должно было быть. Да. Чуть-чуть терпко именно, в меру сладко. Алексей, да, действительно, вы... У кого, Я не знаю, как получается у вашей супруги, но это просто очень вкусно. кому нельзя сахар много кушать, Ага. они могут это кушать, поскольку лимон, она как бы, да, погашает сладкое.
И получается у нас такой пирог Сбалансированный. балансированный. Алексей, не могу не задать вопрос про вашу недавнюю поездку в Казахстан. У нас вот ребята подсказывают, время у нас эфирное заканчивается. Вкратце, Ну вот пожалуйста. с 15 по 20 сентября мы были в Казахстане, провели дни якутского кино. Вообще сейчас наша страна как бы повернулась к востоку, да, и поэтому якутское кино должно выходить за пределы республики, России. И прошли очень успешно, большим аншлагом. Каждый день залы были полные. У нас очень много видеоотзывов, именно казахстанцев, да. Им очень понравилось. Не было фильма, где бы они сказали что-то не так, да. Да-да-да, чтобы безразлично. Да, все фильмы задели их за душу. И многие там даже известные режиссеры, актеры сказали, что казахским кинематографистам надо учиться у якутских кинематографистов. Даже так? Даже так Ну, сказали. обмен опытом. Вы же еще Вот. какой-то там меморандум подписали, Конечно, да? нашим коллегам было это обидно слышать, но раз сказали известные там люди, там кинокритики, это, конечно, для нас очень лестно, можно сказать. Но мы не должны останавливаться на достигнутом. У нас впереди строительство кинопавильона. Мгм. Кстати, решение уже принято, Да, по-моему. мы являемся центром кинематографии на Дальнем Востоке и должны, как бы сказать, взять на себя теперь развитие кино во всем Дальнем Востоке. И вот это многофункциональный кинопавильон, она станет как бы технологическим центром, который будет помогать всем нашим соседям, не только кинематографистам. Чтобы они Якутии. могли приходить сюда и Да, тоже что-то в свое. Москву же ехать, во-первых, далеко, во-вторых, дорого, а тут мы свои. поможем. Да. Да, здорово. Поэтому у нас есть будущее, Мгм. тем более очень много молодых ребят сегодня приходит в кино, Все больше и больше народу все хочет больше снимать. и больше народу, да. Даже я Поэтому- начал задуматься о том, почему бы свой фильм не снять. Чуть ли не на телефон. Да. Да. Поэтому я думаю, что надо творить и дальше. Мгм. Истории у нас хватает. Истории у нас хватает. Истории у нас хватает. Да, это Сейчас все еще верно. анимация поднимается. Да. Даже национальную тему взять, да, наш эпос взять. Это вот сейчас вот, допустим, вот недавно вышел Лакут Нюргугон, да, например. Да. Бейбелькайн вот выходил. Фольклор очень Фольклор, богатый. да, да, очень богатый. Да. Да, легенды, предания, сказки, якутская классика литературная. Зачем нам супергерои американские, когда у нас есть Аламагус Да, да. свой, да? Кстати, вот я Выбор, да. Почему есть? хотел снять старика Хатавыча под якутский манер. Даже Потому так. что у нас есть тюктее. Мгм. Это вот куда обычно загоняет душу человека. Мгм. А когда открывает эту душу, Она такая, «Вух!» как бы выходит, вселяется в душу. Поэтому, в принципе, есть ассоциации. Здорово, ага. Ну, Алексей, наше время, к сожалению, эфирное время не резиновое, у нас заканчивается, да, и у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, дорогие телезрители, жизнь надо смотреть всегда с улыбкой, никогда не терять духа. И всегда все трудности можно преодолеть. Не бывает трудностей, которых нельзя преодолеть. Если человек хочет, он всегда сможет это преодолеть. Спасибо. Да. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Алексей Романов, режиссер, художественный руководитель государственной национальной компании «Сахафильм». Алексей, еще раз спасибо. Большое спасибо, Спасибо, Алексей. Семен. Семен Тарбахов, я Петр Цыпандин. На этом вкусно. мы с вами, друзья, прощаемся. Будьте здоровы и кушайте вот просто вкусно. Все Да. верно. Будьте здоровы.